Время новостей в студии Луиза Хатуева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Итак, коротко к этому часу. Энергокомплекс, образование, культура и спорт. И самое главное, вместе постарались определить те пути решения, которые эти проблемы могут разрешить. Развитие Чечни оценил министр по делам Северного Кавказа. Пример: подать и от инфекции защитить. Ситуация изменилась к лучшему, люди идут в поликлинику. Дети Рамзана Кадырова прошли вакцинацию. В чем пойти на турнир WFCA в Москве? Здесь огромный выбор всевозможных материалов, тканей. На мой вкус, такие военные ткани, хаки, камуфляж. Рэпер Тимати обновил свой гардероб в доме моды Фирдаус. Какова ситуация в сферах образования, культуры и спорта? Чтобы ознакомиться с ней, в республику приехал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Он посетил ряд объектов, от школ до главной библиотеки. Об итогах поездки расскажет Алхазур Керимов. В аэропорту гостя встретил председатель правительства Абубакар Эдильгериев. Поскольку рейс был поздний, в воскресный вечер рабочие вопросы решено было отложить до понедельника. И встреча с главой республики прошла в неформальной обстановке на мини-футбольной площадке. В игре принимает участие известный рэпер Тимати. Команда главы Чечни провела 3 товарищеских поединка. Во всех матчах уверенно победили хозяева. Общий счет по сумме встреч 15-6. Рамзан Кадыров сделал несколько голевых передач. 4 забитых мяча на свой счет записал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Следующее утро Лев Кузнецов начинает с посещения Гудермесской школы номер 10 вместе с председателем правительства и министром образования Чеченской Республики. Первая смена, вторая смена и вот третья смена. А какая нагрузка на учителя получается? Полторы ставки. Полторы ставки, да? Один учебный класс за другим. Гости осмотрели все. Главная проблема: несколько лет, как школа работает в 3 смены. Здравствуйте, ребята. Что мы здесь сегодня проходим? Тоже первый класс. Тоже первый класс? Чеченский язык, сейчас я вижу. Чеченский. Молодцы. Ну вот, этих учителей можно носить на руках. Сколько здесь в классе? 39 подписков. 39 у вас? Не болеют, нет, сейчас? Трое болеют. Ну, трое. Хорошо. Хорошо учитесь? Да. Вам нравится в школе? Да. Будете дальше ходить? Да. Ну, молодцы. Ну, у нас одни пятерки, наверное, нет? Ну, молодцы. Ну, есть у кого-то троечки, но это немного, да? Поправят. Даже у кого-то двойка, ну, точно исправят, да? Школа рассчитана на 360 посадочных мест, а учатся здесь около 1200 детей. Помещений не хватает даже в условиях трехсменки, из-за чего даже столовая оборудована под учебный кабинет. Тесно, сложно, но к знаниям стремятся. Приспособленность, да? Это здание, это и бывший склад вот, начальной школы. Сколько вот таких вот в республике приблизительно? Процентов? Ну, процентов очень достаточно много. Вот, да, три смены занимает 38 школ. В городе Гудермесском районе муниципального образования 11 школ занимает 3 смену. Это 1530 детей. Из них в городе Гудермесе, самом городе Гудермесе, из 12 школ 6 школ занимаются 3 смены. Количество учащихся растет с каждым годом. В планах построить дополнительно школу на 720 мест. Это значительно разгрузит учебное заведение, но проблему в корне вряд ли решит, уверены в Министерстве образования. У нас в районе от 1000 до 1500 ежегодное прибавление численного состава. У вас сколько выпускников? Когда? В 11 класс. Выпускников сколько? В этом году? Да. А первый класс сколько придут? 286 уже на сегодняшний день. Да, мы говорили, Заявление написали, родители 286 родителей. Условия, видите, вот в чем проблема. Не в самом понятии трехсменки, а в том, что условий к обучению вообще нет. Видите, ни спортзала вообще. Даже в одну смену невозможно. При таких условиях сложно говорить о качестве. Но все равно вам большое спасибо, что вы выполняете свою работу в таких условиях, всему коллективу. Спасибо, Держитесь, что будем приехали. стремиться, чтобы сделать так, чтобы и у вас были достойные условия, потому что роль учителя. Но мы сейчас делаем обращение на президента. Я специально так попросил приехать, чтобы, знаете, своими глазами увидеть.
У меня самого дети там учились в классе, где по 30, там 35, но вы правы говорите, может быть и 40 человек, да, но условия, 36, да. Начальная школа. Когда для этого мы говорим, что вот это актовый зал, да, за ним там гардероб, да, спортзал и так далее. Да. Кабинет химии, где там ни одного опыта невозможно даже показать, о чем как учить. Ладно. Да, мы настолько окружаем, вот я могу сказать, в городе Грозный, вот 18-я школа, 360 посадочных мест, мы там 2 смены занимаем 1440 детей. Ну хорошо, ладно. Во время перемен там просто стоят нигде. Задача понятна, будем работать. Кузнецов взял вопрос на заметку. Гость также посетил Национальную библиотеку имени Абузара Айдамирова. Директор ознакомил гостей с работой каждого отдела. В свою очередь Лев Кузнецов дал высокую оценку работе. Здесь министру подарили книгу «Чеченские тейпы». Алхазур Керимов, Расул Арцухаев, Джамал Хаджалиев. Новости. В Грозном под председательством Льва Кузнецова состоялось совещание межведомственной рабочей группы. Речь идет о правительственной комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса. Здесь собрались руководители не только чеченских профильных ведомств, но и федеральных. Слово Рамзану Керимову. Совещание межведомственной комиссии собрало много участников, и это неудивительно. На повестке дня актуальные вопросы, затрагивающие все население. Первым слово взял Лев Кузнецов. В своей речи он отметил, что собрание с участием руководителей ведомств топливно-энергетического комплекса позволит найти новые пути решения сложных проблем в этой сфере. Наверное, и сегодня мы не найдем те механизмы, которые позволят ответить на все вопросы и решить все вопросы. Но очень важно, чтобы в рамках нашего диалога все-таки мы честно друг другу сказали, где мы не дорабатываем, где есть реальные проблемы. И самое главное, вместе постарались определить те пути решения, которые эти проблемы могут разрешить. Первый вопрос – это вопрос тарифообразования. Потому что мы понимаем, что если мы не сформируем экономически правильные отношения, то сколько бы мы ни хотели бы, все равно ничего не получится. Второе. Мы все-таки должны посмотреть состояние нашего энергетического и газового комплекса на территории республики. Потому что объективно, что в отличие от всех других регионов СКФО, здесь очень много больших особенностей. И мы тоже должны четко определиться, в какой все-таки стадии и качестве, в каком мы находимся. Потому что если сегодня даже взять статистику по потерям, да, то, наверное, большинство из них связано не с тем, что незаконные, наверное, присоединились, хотя это тоже имеет место быть, еще какие-то факты. А очень многое здесь зависит от того, что просто за период 2 войн и за весь, скажем так, период новейшей истории нашего государства каких-либо серьезных инвестиций в этот актив не осуществлялось. И трудно добиваться качественных экономических показателей и просто технологических соблюдений регламентов, если мы не поймем все-таки, какая у нас картина и как и что мы должны сделать, чтобы это достичь. Третий фактор очень важный – это модель управления этим комплексом. Все-таки тоже очень важно понимать, как организовано сейчас и как мы хотим, чтобы это было сделано. И с точки зрения, как мы хотим, определить ответственных, кто управляет, какие компетенции, соответственно, и в чем ему нужна помощь, а с другой стороны, что мы от него ожидаем. Ну и самая завершающая фаза, это после обсуждения всех этих вопросов, нам надо подумать, как в том числе на уровне законодательства или каких-либо других актов, правительства или отраслевых актов, закрепить или усовершенствовать те решения, которые необходимы для того, чтобы комплекс чувствовал себя здоровым. Рамзан Кадыров, в свою очередь, призвал все стороны говорить максимально откровенно. Лишь такой подход позволит реально решить назревшие проблемы, отметил глава Чечни. Дорогие друзья, я очень рад, что мы этот серьезный вопрос после прав комиссии, проведенной в конце 2016 года, проводим в Грозном. Я сам просил, чтобы именно занимались проблемой по регионам отдельности и в целом все вместе. На самом деле это вопрос уже столько поднимаемый и даже неудобно, когда об этом в федеральном центре говорят и обвиняют наш народ в том, что мы не способны платить за газ, за свет, за энергетику. На самом деле народы Кавказа, часто Чеченской Республики, очень примерные.
Я считаю, что это недоработка тех компаний, которые продают газ, свет и их отношения в своей работе, деятельности. И я бы хотел сегодня провести не там протокольное совещание, а чисто мужское, там, знаешь, совещание, чтобы все мы говорили правду и в конце нашли там точки соприкосновения, как решить вопрос на самом деле. Ну, все мы нормальные люди, понимаем ситуацию, и ну, как будто у нас нет стыда и совести. Мы каждый раз собираемся, каждый раз обсуждаем вопрос, и в конце на следующее совещание там то же самое получается. Опять же, собираемость подняли то определенные проценты, потом упали. Опять же, когда мы узнаем, что готовится совещание, опять же мы начинаем работать. Ну, на самом деле регионы помогают Газпрому, Россети, всем организациям. Я, как их работник, днем и ночью над этим работаю. Мы создали штаб оперативный, назначили депутата Государственной Думы, самого авторитетного человека в республике. Ну, все, что в наших силах, мы делаем. Я по Россети и то же самое по Газпрому. Ну, отдачи никакого нету там. Говорят, обсуждают, и потом мы же обещали, мы же говорили, мы будем идти поэтапно. И в результате федеральный центр не дает денег, это не это, ну, зарабатывайте деньги. А как можешь зарабатывать деньги, если у тебя полностью изношенная, там, знаешь, техника, сети. И если разбаланс, там определенные проценты. Если сегодня даже люди могут на нас подать в суд, я говорю, на Россети, на Газпром, потому что вот свет, если там у нас хорошо там светло, а люди там живут там, как будто у них там, ну, 19 или, наверное, какие-то века там жили. Без света они холодильник не могут включить. Потом, то появляется свет, сгорел холодильник там. Потом опять же что-то проблема. Если люди сейчас будут писать заявление, то Россети там будут большие проблемы. То же самое и Газпрому там. Ну, вроде посмотреть, все там работают, собираемость, люди платят. Ну, нету единой системы, там, которой можно было решить этот вопрос. Мы все обсуждаем. Для чего создана эта компания? Для того, чтобы люди зарабатывали себе денег. Там. И плюс мы, как будто их не работники, днем и ночью работаем. И плюс виноваты мы. Причем тут мы? Если у них тысячи своих рабочих, которые получают зарплату, почему они сами не работают? Или надо с нами заключить контракт? Вот вам дополнительно будет зарплата, вы давайте тоже работайте там. У них самая низкая зарплата, их работники, которые у нас работают, самая низкая зарплата у них. Ну поднимайте зарплату, решите вопрос этим, ну дайте хотя бы нормально за свет. Ничего не делают. Зная, что мы за этот полгода, год столько сделано именно по электроэнергии, именно по Россети, столько работ проведено, а они никак не подходят. Поэтому, если мы не будем говорить правду, мы будем 1000 раз собираться и 1000 раз одно и то же обсуждать. В конце концов, я думаю, мы должны поставить точку на это. У нас, я думаю, докладчики скажут, сколько у нас проблем в республике. У нас регион послевоенный. У нас изношенность на 80-90%. Разрушили все. И мы говорим, хотя бы давайте поменяйте дом. Наши сети используют. И ничего не платят. И в конце, Лев Владимирович, виноват глава республики. Ну, отношение какое? Ну, справедливость должна быть в конце концов. Я прошу, чтобы, Лев Владимирович, вы донесли до руководства правительства, что регионы днем и ночью выполняют их работу. Мы не служащие этих компаний. И нам зарплату не платят. В первую очередь здесь обсудили вопросы энергетического сектора. Глава республики, говоря о проблемах в этой сфере, как меру повышения эффективности работы, предложил поднять зарплату специалистов. Если человек получает мизер, копейки, у него не будет интереса ходить там, собирать денег там, или там работать. У вас самая низкая зарплата была, я не знаю сейчас, что они сделали, но месяц назад там у нас и по Газпрому, и по Россети, у нас самая низкая зарплата.
И со стороны все думают, что Чечня это золотое место, золотое дно, и что все там все, что у нас в федеральном бюджете уходит в Чеченскую республику. Нет, на самом деле республику не восстановили. Программу, которую мы защитили, 5 лет защищались на 135 миллиардов, секвестрировали до 75 миллиардов. У нас ни один объект не запущен. Все заводы, все фабрики, только каркасы восстановили. И опять же мы виноваты. Ситуация серьезная. Вы сегодня были в школах, вы видели, у нас трехсменка, единственный регион, который загружен на трехсменка, и дети учатся в классах 30-40 детей в одном классе. Это проблема федерального уровня. Это не наша проблема. Если отдельно стоит. Проблема наша, мы не можем, не наша сила это решить. Вы сами сегодня проехали, убедились, что действительно это проблемные вопросы. Представьте дальше школу в каком состоянии. Если наше село, в селе было разрушено 160 домов. Если вот села, города, сколько было разрушений. Мы сделали капремонты, ну собрали мы школу, так можно сказать. И то же самое все предприятия, которые у нас существуют, и все сети, которые у нас есть, вот на волочке. И нам нужно отношение по справедливости. Я думаю, что если мы будем говорить правду и здесь, и наверху, то мы найдем точку там соприкосновения и решим вопрос. Решим так, чтобы не упрекали нас Кавказ, регионы, что мы не способны платить, что мы такие плохие. Нет, на самом деле нас учили с детства. Мой дед, Абдулхамид Хаджи, он до конца, он никогда не ждал, пока придут. Он отправлял, чтобы отдавать денег за свет. У нас газа не было. И благодарил Всевышнего, хвала Аллаху, что у нас есть свет, что он может читать Коран ночью. Раньше у них таких возможностей не было. Мы за свет, и как появился за газ, мы все платим. Просто не доходит. Я вас прошу, и представители Министерства Российской Федерации, и компании, если вы не можете поставить нормальную работу, заберите ваш свет и газ. Нам это не нужно. Потому что каждый раз обвинять мой народ и меня в том, что мы такие плохие, это неправильно. Посмотрите правду в глаза и скажите, что сколько у вас проблем здесь. И почему вы не решаете эти проблемы. Тогда я думаю, что мы сделаем так, чтобы и народу было хорошо, и компания могла зарабатывать, рентабельность показывать. А вы сегодня у федерального центра просите денег, нет, мы там нормальную систему поставить и заработать деньги, и вкладывать, и развивать. У вас менеджмент очень плохо работает. Привлекайте себе хорошего менеджера, там, чтобы компания работала. Тогда будет вам интересно там, у себя на работе. Вячеслав Кравченко в своем выступлении затронул вопрос тарифа образования. Также заместитель министра отмечает и плохое состояние энергосетей республики, которое, по его мнению, сильно влияет на качество работы всего энергокомплекса региона. Есть проблемы, связанные с тарифообразованием, но эта проблема в первую очередь относится к федеральному уровню, поскольку нам необходимо в кратчайшее время принимать постановление, по которому мы будем уровень тарифа доводить до экономически обоснованного на тот самый переходный период, а также включать фактические потери в состав тарифа на передачу, потому что если мы это не сделаем, то никакого стимула для развития сетей как таковых просто-напросто не будет. А мы на самом деле не решим проблему, связанную с модернизацией и заменой ветхого оборудования. Весомый вклад в потери в Чеченской Республике оказывает очень тяжелое, очень плохое состояние сетей соответственно, в Гудермесе, это в Аргуне и незаконченные ремонты в модернизации сетей в Грозном. То есть они на самом деле дают достаточно большой прирост по величине потерь. Поэтому необходимо по-хорошему нам достаточно активные действия направлять на то, чтобы снижать именно потери в этих населенных пунктах. Объем инвестиций мы на самом деле сможем понять и узнать тогда, когда будет утверждена схема и программа развития.
Значит, то, что мы уже с коллегами из республики неоднократно обсуждали, вот, весной этого года должна быть утверждена новая редакция схемы программы развития, чтобы все эти мероприятия мы включили в инвестиционную программу Чеченэнерго. Гала Стаймасханов, выступая с докладом, рассказал о достигнутых успехах в сборе платежей за электроэнергию. По словам министра, за максимально короткие сроки в этом направлении удалось достичь высоких показателей. Необходимо отметить, что в бюджетной сфере, в промышленном и непромышленном секторах уровень платежей за электроэнергию в 2016 году приближен к 100% оплате. Уровень платежей по этим категориям потребителей в сфере газоснабжения достигнут в пределах 90-100%. Вместе с тем проблемными остается, вот как Вячеслав Михайлович озвучивал, проблемы ЖКХ. Здесь основным препятствием является нерешенность проблемы компенсации выпадающих доходов, объемы которых рассчитаны Государственным комитетом цен и тарифов. Необходимо отметить, что за последние 5 лет тарифы для населения на электроэнергию в среднем выросли на 36%, на газ на 43%, а для прочих потребителей рост тарифов на электроэнергию составил более 70% и на газ 50%. В результате за 2016 год в Чеченской Республике сформировались высокие тарифы в СКФО на услуги по передаче электроэнергии, соответственные для конечных потребителей. Как следствие, это является одной из значимых причин столь низкого уровня платежей в сфере ЖКХ за электроэнергию. После детального обсуждения, после установок Рамзана Ахматовича, в сфере энерго- и газопотребления выявлены узкие места, по ликвидации которых определены основные направления работы. Остается нерешенная проблема создания системной устойчивости в сетях Чеченэнерго из-за высокой изношенности. По нашим данным, оно доходит изношенность до 85%. Адам Денимханов, выступая перед участниками совещания, также отметил плохое состояние энергосетей, многие из которых понесли значительный урон в ходе военных кампаний. По его словам, ситуацию удается поддерживать на стабильном уровне лишь благодаря усилиям руководства республики, в то время как у компаний-поставщиков, которые непосредственно должны заниматься обновлением сетей, особого рвения не наблюдается. Также, по мнению руководителя Оперштаба по развитию энергокомплекса региона, население демонстрирует высокий уровень платежной дисциплины. Я бы хотел, как руководитель штаба по поручению Рамзана Ахматовича, который создан и сегодня работает, какие-то долги, какие-то проблемы, они же не за один день накопились. В ходе 2 боевых кампаний сегодня сравнить Дагестан, Карачаево, Черкесию, Ингушетию с республикой – это вообще неправильный подход к делу. И сравнивать там так и здесь тоже, это я считаю тоже неправильно. Почему? Потому что здесь другие условия и другое сетевое хозяйство. В каком смысле я это говорю? Потому что оно было разрушено. Почему? Сети, которые есть, они были в ходе боевых действий разорваны и соединены. Когда он цельный, это другой потери. И в целом оно так и накопляется на всю инфраструктуру, энергетическую систему сетей республики. И таким образом эти потери превышают тех норм положенности, которые выдаются МРСК. Есть другая проблема. Мы говорим, что Норэнерго проблемы все решены, там ничего не решено, и проблемы они остаются. И мы с этой проблемой тоже сегодня работаем. Оперативный штаб вызывает этих людей. Юридически сегодня вопрос не решен. Есть еще одна проблема, она значимая, большая. В чем она заключается? Есть наши сети, которые под руководством Рамзана Ахматовича по восстановлению республики делали сети. В каждом селе, в каждом районе, в городах они есть. Мы сегодня их всех собрали. Есть одна часть, есть вторая часть, которую сегодня мы отдали правительству, что их нужно оценивать, и они более 1 800 000 000. Но они использовались с того времени, несколько лет, даже если в аренду тариф какой-то включать, Россети должно выплатить. Это раз. Второе, они должны или ее выкупить. Я правильно говорю, Юрий? Они ее должны выкупить, или мы должны ее оставить себе и создать новую компанию и делать какую-то... Адам Султанович, перебью. Эти сети должны быть в качестве взноса в уставной капитал войти в Чеченэнерго. Это вам хочется так. Но мы, как нам это для республики нужно, так и будем выставлять. Как таковой долг сегодня, его нету. Он придуман
из тех проблем, которых нужно было решать, они не решались, почему первые и вторые, вот те, которые мы сейчас озвучиваем здесь, каждый, вот из-за счет этих проблем всех накопились они. Несмотря на это, сегодня штабом делается запущена сейчас Гудермесская ТЭЦ, Чернореческая ТЭЦ, делается Курчеловская ТЭЦ. Вы со мной согласитесь, да, Юра? Что вы, не Россети, никак не делали бы их. Это все благодаря Республике Рамзану Ахматовичу. У нас есть логистика, дорожная карта по энергетическому комплексу, и мы знаем, как это решать. И вот наше видение, мы все изложили на бумаге. Без решения этих данных проблем мы никуда не двинемся. Представители «Газпрома» отчитались о состоянии дел в своей сфере. По их словам, в Чеченской Республике в ближайшее время будут строиться новые линии газопровода. Предполагается большая сумма инвестиций. Все газопроводы, особенно подземные газопроводы города Грозного, Аргуна и Гудермеса, требуют полной замены. Значит, для того, чтобы проводить какие-то работы, то, что сегодня имеется у нас тариф, этих денег нам не хватает. Есть у нас еще проблемные вопросы, что подземные газопроводы 100% износ. Есть заключение, 100% износ газорегуляторное оборудование. В Чеченской Республике сегодня мы в этом году будем строить 1 газопровод межпоселковый и 17 внутрипоселковых. На что миллиард рублей инвестиций сюда вкладывается. Это ни в одном регионе Российской Федерации нет. На следующий год мы планируем еще 23 населенных пункта таким же образом построить газораспределительные сети внутри, для того, чтобы они были качественные, для того, чтобы они были безопасные и так далее. Потому что то, что здесь говорилось о состоянии сети, это правильно. Последним с докладом выступил прокурор республики. Он рассказал, что надзорным органом проводится комплексная работа по линии ТЭК и применяются все рычаги прокурорского реагирования. Подтверждение тому — 47 уголовных дел в этом направлении, подытожил Шарпуди Абдулкадыров. Рамзан Керимов, Магомед Мударов и Дени Хавхаров. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики новости. Рамзану Кадырову показали современную экипировку бойцов в обмундировании и всевозможные средства защиты. Они позволяют выполнять боевые задачи любой сложности. Глава республики отметил хорошее качество экипировки. Некоторые из них уже испытаны нашими бойцами в Арктике. То, что мы предлагаем людям для повседневной работы. Вот это вот первый слой. Сверху одеваем вот это, то есть это у нас брюки, которые со всех сторон регулируются. То есть и боевая рубаха, которая и дышит, и одновременно, то есть ее не видно и под выводит, и не видно ее в ночник. Вот это прям, когда работаешь, бронежилет, магазины, а это прям вот сверху одевается. То есть очень удобно. То есть разгрузка вот она. Шапка вот эта, она легкая, но легкая, очень теплая, да. Тоже испытана нами на Северном полюсе. 3 вида маскировочных костюмов. Тоже на каждого сотрудника это у них идет. То есть под любую задачу. Зима, лес и горы. Один из последних ковриков, он очень легкий, занимает место буквально в сложном состоянии, вообще ничего. Это для лёжки, лежать или когда ночью, когда палатку разбираешь. И для жары еще они тестировали их в Сирии, сказали, что очень хорошо продувается. Потому что она продувается, дырки есть. Они очень сильно это просили. А это второй более такой большой. Лесной вариант, да? Да. Да. То есть его накачал, он накачивается буквально 30 секунд, надул его, в общем, никаких проблем. Это вот сейчас зимой, когда очень холодно, дополнительно для дыхания, чтобы не простудиться, это вот Арктика, приполярные округа. Это очень хорошо, тоже я зарекомендовал, мне очень понравилось. А это грелки. То есть открываешь, когда холодно, прям себе под одежду раз, она начинает греть. Это терморест. Тоже коврик для зимы. Снаряжение просили под водолазов, под боевых пловцов. Мы тестировали эти сумки, когда были с ребятами с нашей группы К летом на сборах. Мы тестировали вот эти сумки. То есть эти сумки, они вообще не промокают. Мы в них плавали, ныряли в них, они вообще не промокают воду. Им очень нужно это для боевых пловцов. Вот это вот очень интересная вещь. То есть здесь сам снайпер под любые условия делает себе индивидуальную маскировку. То есть он нарезает куски, если нужно ему полностью вот это все, он полностью забивает вот этими вот вещами. Забивает и накрывается ими. То есть уже лежит снайперская позиция. Тент-палатка индивидуальная, она очень быстро разворачивается. То есть или дождь когда, или переночевать быстро. И вот такая вот палатка, сейчас на сегодняшний день одна из лучших она. Это альпинистская палатка.
она у них, она получается одна на 3 человека. Это все одного сотрудника. Представь, оттуда до конца на одного сотрудника. Это еще здесь нет бронежилета, каски, все, что к ним, фонаря здесь. Это вот так еще идет. Главный раввин Москвы извинился за свое провокационное высказывание в адрес мусульман. Пинхас Гольдшмидт рассказал, он вовсе не имел в виду, что 99% террористов – последователи ислама. Он просто был неосторожен в формулировках. Аза Исаева с подробностями. Пару дней назад имя Пинхаса Гольдшмидта мало что могло сказать большей части населения страны, хотя главный раввин Москвы имеет за плечами большой опыт и занимается активной политической деятельностью, представляя еврейскую общину России. Ситуация начала меняться после недавнего интервью религиозного деятеля РИА Новости, в котором он выступил с таким провокационным заявлением. Действительно, сегодня 99% террористов являются мусульманами. И по-прежнему еврейские объекты являются первой целью террористов. Мы на первой линии войны с террором в Европе. Слова Гольдшмидта вызвали неоднозначную реакцию в обществе, особенно среди мусульман, которых в России проживает около 20 миллионов. Среди них и муфти Чечни Салах Межиев. Резкое обвинение против полностью общины пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, потому что он обвиняет всех мусульман в терроризме. Мы всегда за объединение, имеется в виду объединение всего человечества против зла, будь они так называемые люди, которые приписывают себя к исламу, будь они люди, которые приписывают себя к христианству, к иудаизму, потому что у терроризма нет религии, у терроризма нет нации. Заявление главного раввина Москвы прокомментировал и Джамбулат Умаров. Министр подчеркнул, что подобные выступления провоцируют межконфессиональную рознь и нужно избегать резких высказываний. Мои израильские друзья, которые вперед меня узнали об этом и услышали, буквально разрывали мой телефон, он у меня кипел от их возмущенных звонков, что как вот, дескать, в Москве мог раввин сделать заявление о том, что 99% мусульман – это террористы. Ведь мы здесь живем в Израиле, это все рядом с нами происходит, и Сирия, и Ирак. Как он мог сделать такое заявление? Россия сегодня, пожалуй, единственный многонациональный и многоконфессиональный уголок планеты, в котором все-таки еще царит мир. Поэтому заявление господина Гольдшмидта, оно не ложится ни в канву дипломатической риторики, ни межконфессионального дискурса. Не осталась в стороне от ситуации и еврейская община. Многие ее представители выразили солидарность с мусульманами. Хотел бы подчеркнуть, что высказывание уважаемого раввина Гольдшмидта по поводу исламского лица террора вызывает у меня определенное недоумение. Во-вторых, будучи председателем Совета раввинов Европы, раввин Гольдшмидт просто обязан знать о том, что в самой Европе несколько лет назад происходили теракты. Баскское подполье в Испании, в Британии последовали теракты ирландской освободительной армии. Там не было никакого исламского лица. Хочу подчеркнуть, что вообще у террора не может быть ни лица, ни пола, ни расы, ни вероисповедания. Пинхас Гольдшмидт уже извинился перед верующими за свои слова. Главный раввин Москвы подчеркнул, что всегда выступает за мир и согласие. Мне жаль, что в этот раз я сам не был достаточно осторожен в своих формулировках и не сделал необходимого различия, что задело моих коллег. Если я обидел верующих людей, я извиняюсь, потому что я сам религиозный человек. Сегодня в Инстаграм глава Чечни выразил уверенность, что слова Пинхаса Гольдшмидта не имели под собой злого умысла. В частности, Кадыров отметил, что среди многих тысяч зарубежных террористов, наводнивших Чечню, значительная часть не имела никакого отношения к исламу. Нельзя отрицать того факта, что СМИ часто провоцируют политика и религиозного деятеля на резкие заявления, искажают суть беседы, вынося на передний план второстепенные вещи, подчеркнул Рамзан Кадыров. Каждый из нас в определенной мере отвечает за согласие в обществе, мир и стабильность. Поэтому нельзя и малейшего повода давать тем, кто днем и ночью мечтает раскачать ситуацию, подытожил глава Чечни. Аза Исаева, Рамзан Керимов, Луиза Юнусова. Новости. Дети Рамзана Кадырова прошли вакцинацию в первой детской поликлинике. Таким образом, глава республики подал пример. Своевременная прививка, конечно же, не панацея от всех болезней, но залог здоровья точно. Элина Дадаева продолжит.
Как и положено, для начала осмотр педиатра. Врач измеряет рост, вес ребенка, пишет, какие заболевания он перенес. Все эти данные заносятся в личную карточку. 4-месячный Абдуллах Кадыров здоров и не капризничает. Сегодня он со старшим братом приехал в детскую поликлинику на прививку. Несмотря на свой юный возраст, Ахмад хорошо понимает, для чего проводят иммунизацию. Сегодня ему предстоит 2 вакцины. Мы эту вакцинацию делаем в том возрасте, когда он обратился. Нет никаких ограничений. Да, во взрослом возрасте и так далее. У нас должно быть сделано 2 вакцинации против кори, паротита и краснухи. Это может быть сделано российской вакциной, это может быть сделано импортной вакциной, которая зарегистрирована на территории Российской Федерации. Да, это у нас такое. И еще у него будет вакцинация против полиомиелита, вакцина Мавакс Полио, которая широко применяется в республике. Молодчина. Молодец. Ты уже большой, подержи, пожалуйста. Давайте. Ахмад, прививка шунде еще хаям? Могжали. Хантан масириш. Ши. Лазам цавира? Шай бейшан и прививка рираться хуешь. Прививка яйд шай могжал вари. Ахмад пообещал врачам, что будет регулярно приходить на прививки. Более того, он расскажет об их пользе одноклассникам и друзьям. Стоит отметить, что все дети главы региона вакцинируются согласно прививочному календарю. Благодаря примеру и в том числе главы республики и его семьи, эта ситуация изменилась к лучшему. Люди идут в поликлинику, приводят детей, вакцинируются, поэтому это залог здоровья, национального здоровья Чеченской республики, национальной безопасности. Профилактические прививки детям делаются во всем мире. Их главная задача – выработать иммунитет против опасных вирусов и защитить здоровье ребенка. Поддержала призыв чеченских педиатров и семья первого заместителя председателя правительства республики Якуба Закриева. Хадижат и Мариам Закриевы в числе других детей тоже пришли на прививку. Все, нажатие, все. Пока Хадижат проходит последние процедуры в прививочном кабинете, в соседнем же, в своей очереди, дожидается Табарик, Юсуп и маленькая Аминат, дети секретаря Совета общественной экономической безопасности Идриса Черхигова. 4-летний Юсуп совсем не боится людей в белых халатах. Необоснованные слухи о вакцинации за последнее время значительно усложнили работу врачей по предотвращению заболеваний эпидемического характера, говорит министр здравоохранения. Чтобы развеять эти мифы среди населения, ведомством была разработана комплексная программа по информированию родителей. Специалисты рассказывают о пользе иммунизации и о тех осложнениях, с которыми могут столкнуться дети в случае отказа от прививки. Благодаря усилиям взаимным и со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства, специалистов НИИ, эпидемиологии и ряда других учреждений федеральных, вначале было достаточно сложно. То есть мы часами приходилось проводить разъяснительную работу с населением, но на сегодняшний день в поликлиниках, как вы видите, уже очереди, много людей привозят детей своих, вакцинируются, то есть ситуация преломлена. Ежедневно в первой детской поликлинике прививаются больше 50 детей за день от 3 до 5 лет. С начала прививочной кампании здесь провакцинировано около 1500 ребят. Как отмечают местные врачи, никаких осложнений зафиксировано не было. Примечательно и то, что в числе вакцинирующих детей те родители, которые ранее отказывались от вакцинации. Вирус полиомиелита, полиовирус достаточно опасный в плане того, что приводит детей к полной инвалидизации. Происходит поражение серого вещества спинного мозга, и в итоге ребенок остается обездвиженным. Очень серьезное заболевание, и лечение это практически не поддается. Зачастую родители готовы поверить слухам, чем довериться здравому смыслу, делятся местные медики. Вакцина совершенно безопасна для здоровья детей, утверждают врачи. Более того, привитый ребенок намного легче переносит инфекционные заболевания. Уклоняться от прививочной кампании значит рисковать здоровьем собственных детей, считают пришедшие сюда родители. Сегодня мы пришли на очередную профилактическую прививку. Все прививки мы выполняем по календарному плану. Осложнений не наблюдали. Только 2 недели спустя после прививки организм начинает вырабатывать иммунитет к вирусу полиомиелита. А это значит, что исключаются любые виды осложнений и аллергические реакции, уверяют врачи. В случае повышения температуры у ребенка медики призывают родителей не паниковать. Подобная реакция детского организма вполне естественна и не стоит переживать по этому поводу. Как показывает практика, именно этот фактор зачастую, по словам медиков, берут во внимание неинформированные родители для ажиотажа в социальных сетях. Элина Дадаева, Шамиль Саламов, Зелимхан Закаев. Новости.
От отравленной воды до похищений. Слухи в последнее время просто наводнили чеченские социальные сети. Не успели власти официально заявить, что это неправда и что не нужно принимать на веру сомнительную информацию, как очередная сплетня. Прививки вызывают осложнения. История Исмаила Пасхаева стала темой бурного обсуждения еще в прошлом месяце. У двухлетнего малыша обнаружили кишечную палочку. Всему виной вакцинация, кричали родственники. Однако специалисты сделали опровержение и назвали это домыслом. В ситуации разбирался и наш корреспондент. Трехлетний Исмаил Пасхаев в нашей съемочной группе не особо рад. Ведь последний месяц к нему было приковано пристальное внимание, как со стороны СМИ, так и общественности. Это о нем говорили, что после прививки от полиомиелита ему стало плохо. Через мобильное приложение WhatsApp слухи быстро разлетелись по республике. Но источником этой информации были даже не родители. социальные хилхумадацер, сокрюрашатер туншейта. Алар по группам WhatsApp что алар хайник иштума ба асанги алхумдац. Асанги отсунтегол вообще привыкантегол алхумдац вообще. Что школа ташет кишечную инфекцию алар гасак. В декабре мальчику сделали прививку от вируса полиомиелита. Спустя пару дней у Исмаила поднялась температура. Мать обратилась к местным врачам. После осмотра больного направили в городскую инфекционную больницу для более тщательного обследования. Позже выяснилось, что у ребенка кишечная инфекция. Но не дожидаясь результатов анализа, дежурившая в ту ночь медсестра распространила аудиозапись о том, что к ним в учреждении поступил ребенок с осложнением после прививки. Прививка на дом бяхкан ходит дахал. Через 3 дня полный парализоваться на бахши и бер коксет кюксет. Инти бок больницы дали на бах, шлюшай да гумадат алабах и прививки ничего бах. Представь. Многие люди готовы поверить слухам в соцсетях, чем здравому смыслу и достоверным фактам. Наглядный пример этому случай с Исмаилом Пасхаевым. Жители не только распространяют ложную информацию, так еще и умудряются приукрасить ее. Тяжелобольной мальчик, о котором шла речь в аудиозаписях, как видно, чувствует себя прекрасно. На самом деле. Точно кишечная инфекция хилхала, но все прошло как хорошо. Шадик дадел. Это пока через месяц лечения есть что-то еще. Понятие вода есть что. Так, декордасти мы сомбо сатюшашанда. С середины января этого года в республике начался очередной тур прививок от полиомиелита. За небольшой срок медикам удалось вакцинировать более 17 тысяч детей. Как говорит начальник отдела детства Минздрава, в 2016 году в регионе был низкий показатель прививания. Причина тому, как правило, был отказ родителей от иммунизации. Не углубляясь, скажем так, в саму тему, просто отказываются и даже не пытаются объяснять причину отказа. Вот не хотим и все. В помощь к нам приехали 4 мобильные бригады прививочные, которые работали в горячих точках как в Российской Федерации, так и в Крыму. И благодаря им нам удалось где-то на 50% охват прививками сделать вот за то небольшое время, пока они у нас были. Вчера они уехали, но тем не менее те бригады, которые были созданы на местах в медицинских учреждениях, а их было где-то 223 бригады, в них задействованы 132 участковых педиатра, около 70 фельдшеров и регистраторов, которые, естественно, проводят эту работу на местах, проводят разъяснительную работу с родителями. Медики призывают родителей не верить слухам, а консультироваться у специалистов. Что касается Исмаила Пасхаева, то через месяц мальчику предстоит пройти очередной курс лечения. Мама надеется, что впредь здоровье его малыша не станет объектом обсуждения. Марха Ахмадова, Илина Дадаева. Новости. Известный российский рэпер Тимати посетил дом моды Фирдаус. Его визит связан с предстоящим турниром WFC 34, который пройдет 25 февраля в Москве. Тимати выбрал себе форму, в которой он и намерен присутствовать на соревнованиях. Он отметил, что бренд Фирдаус уже известен по всей России и пользуется большим спросом. Здесь можно найти одежду на любой вкус, а сам он не в первый раз делает здесь покупки. Я знаю, очень многие звезды, деятели шоу-бизнеса и спорта, приезжают в республику, посещают магазин, посещают производство, одевают на себя форму. Здесь огромный выбор
всевозможных материалов, тканей. Вот, на мой вкус, такие военные ткани, хаки, камуфляж. Очень здорово, очень быстро. Я собрался в Москве на Грозную битву, которая пройдет в спорткомплексе «Динамо», который находится в Крылатском, 25 февраля. Вот, собственно, вот эта униформа, в ней и пойду на мероприятие. Голоса этих людей узнают миллионы, но лишь немногие знают их в лицо. Сегодня отмечают Всемирный день радио. Праздник молодой, впервые его отметили только в 2012 году. Дата проведения выбрана не случайно. Именно 13 февраля 1946 впервые вышла в эфир радио ООН, станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. В нашей республике вещают 3 радиостанции – Грозный, Войнах и Путь имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мы поздравляем наших коллег с профессиональным праздником. Среднюю школу номер 5 села Гойты переименовали в честь погибших при исполнении служебного долга. Образовательное учреждение теперь будет носить имя сотрудников ОМОНа Ахмеда и Валида Мустаевых. Право открыть мемориальную доску у входа в здание в торжественной обстановке предоставили министру внутренних дел по Чечне Руслану Алханову и командиру ОМОНа управления Росгвардии по республике Алихану Цакаеву. Напомню, Ахмед Мустаев погиб 6 августа 1996 года в Грозном в ходе боестолкновения с членами НВФ. А его младший брат Валид отдал свою жизнь в ходе спецоперации в 2004-м. Оба брата награждены орденами мужества посмертно. В церемонии переименования школы приняли участие старейшины села, боевые товарищи и мать погибших сотрудников Тамара Мустаева. Тагына удианаун ундачи татимиачур шикан декалхалар докумдуй. Но такка титамвалласон хашват энти дармола. Даргадо тобулдул сержинни дар ялсманы айши бойл. Полицейскими задержана семья наркоманов. Супруги долгое время хранили и употребляли запрещенный препарат. В практике правоохранителей республики такой до сих пор не встречался. В ходе допроса задержанные сказали, наркотики давно не употребляли. Луиза Андеева с подробностями. Наркотики для меня все, что можно сделать плохое человеку, все для меня плохое сделал. Молодой человек не хочет показывать свое лицо. Говорит, семья и так страдает от его увлечения наркотиками. В наркологический диспансер его привезли полуживым. Долгое употребление гидропоника привело к ослаблению здоровья. Психику мою, нервную систему все разрушило, печень, желудок. В наркодиспансере точно знают, употребление наркотиков приводит к плачевному результату. Как итог, долгосрочное лечение уже погибающего организма. Действующее вещество, концентрация его там бывает большое. И за счет этого, это вещество является наисильнее, более токсичнее. Она наносит огромный вред на нервную систему, потому что страдает память, мышление. Особенно короткая память. Влияет также на другие органы, развивается у людей, которые курят гидропоник, бесплодие бывает. В химико-токсикологической лаборатории распознают своего клиента в кавычках сразу. Процесс занимает всего несколько минут. На подобного рода оборудовании можно узнать, употреблял ли человек наркотик в течение месяца. В анализе выявляются метаболиты тех самых активных веществ, которые находятся в гидропонике, допустим. Гидропоник появился у нас сравнительно недавно. В основном везут из регионов. Сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков выявили очередных наркоманов. На этой видеосъемке идет их задержание. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативного мероприятия были задержаны супружеская пара Югульбаева Милана и Хариханов Тагир. В ходе мероприятий также у них были изъяты наркотические средства. Материал, собранный в ходе мероприятий,
был передан для принятия процессуального решения в УВД по городу Грозный. Молодая семья, по словам наркополицейских, употребляет наркотики продолжительное время. Впрочем, сейчас парень говорит, что бросил их. Откуда вы привезли наркотики? С Москвы. Что это за наркотик? Гидропоника. Как вы узнали о его существовании? Был в Москве, друзья показали. Вы знали, что это наркотик? Да, знала. В управление были приглашены и родители задержанных. Кади рассказал присутствующим о вреде наркотиков. خارج إيديولوجي يلشن وعد حديثا دولشة يلشن سنة عيوش الإيديولوجية تشوين هي سبدات إذا ملاش كيبر أدم هلا خلش دولشة هما ويدرشيا وارتق دول ستوديشتو. Сейчас задержанным грозит либо условное лишение свободы, либо реальный срок до 2 лет. Луиза Андиева, Шамиль Саламов, Луиза Юнусова. Новости. Крепость Грозная принимает новую серию гонок. Чемпионат по ралли-спринту на Кубок Республики собрал участников из разных регионов СКФО. За теми, кто хочет почувствовать себя настоящими пилотами, наблюдал Магомед Ламаркаев. Кубок Чечни по ралли-спринту является открытым, то есть к гонкам допускаются автолюбители из других регионов. Первый этап турнира собрал на автодроме «Крепость Грозная» самых ярых поклонников автоспорта из разных республик СКФО. В гонках может принимать участие любой желающий. Чтобы участвовать в таких соревнованиях, водителю авто не обязательно быть профессиональным гонщиком. Главное условие, которому нужно соответствовать – наличие водительского удостоверения. Всего предусмотрено 3 спецучастка. Сразу после того, как спортсмены прошли автодорогу с гравийным покрытием, заезды начинаются на асфальтированных трассах. Дисциплину необходимо проходить за максимально короткое время, чтобы заработать как можно больше баллов. Очки, которые даются участникам после каждой гонки, ближе к концу года будут суммироваться. Таким образом и определится победитель серии соревнований. Но все же многие из автолюбителей отмечают, что приехали получить в первую очередь личный опыт участия в автомобильных соревнованиях. Кубок Чеченской Республики по ралли-спринту – это очень важное мероприятие и для республики, и для России в целом. И для автоспорта. В целом, да, прикольно, понравилось. Здесь очень много участников с других регионов, Осетии, Дагестана, Нальчик. И весь СКФО и УФО, в принципе, здесь был. Мы приехали из Осетии. С командой Алани Рейсинг Клуб я приехал. Вот, сегодня решили поучаствовать. Все понравилось. Жалко, машину не успели до конца подготовить. Розыгрыш Кубка чемпиона Чеченской Республики по ралли-спринту будет проходить в 5 этапов. Соревнование является официальным и числится в календарном плане Министерства спорта. Сегодня мы открываем фактически автоспортивный сезон 2017 года. Это наполовину любительское, наполовину профессиональное соревнование. Принимают в нем участие как пилоты, обладатели лицензии, позволяющие участвовать в соревнованиях профессиональных, так и любители на своих личных автомобилях. Я думаю, что для многих это первые шаги в автомобильном спорте. Это перспектива получить разряды, звания. Победители первого этапа определились ближе к вечеру. При выборе лучшего автопилота судьи руководствовались не только временем прохождения трассы, но и количеством штрафных очков. Награждение производилось по 3 классам – свободный, 2000 и 2000+. Больше всех медалей и призы от Федерации автомобильного спорта Чечни и главного партнера соревнования компании «Равенол» получил гонщик из Дагестана Расул Курбанов. Подал заявку на участие сразу в 2 классах, как подходил автомобиль по данным классам. Для меня опыт данного соревнования – это первый для меня опыт. Специально была куплена машина для этого автодрома, мной приобретена. Эмоции в море, сразу 1 место в одном, 3 место в другом классе. Очень рад, спасибо организаторам данного мероприятия. Следующий этап тоже постараюсь посетить обязательно, чтобы получить разряд по автоспорту. Надеюсь, выиграю чемпионат. Организаторы отмечают, что с течением года количество участников будет только расти. Ну а те, кто уже заявлен, будут готовиться к следующему этапу Кубка Чеченской Республики по ралли-спринту. Магомед Ламаркаев, Шамиль Саламов, Зелимхан Закаев. Новости.
В спортивном клубе «Ахмат» стартовал чемпионат республики по боксу. Он продлится целую неделю. В нем примут участие около 100 спортсменов в 10 весовых категориях. Финальные бои пройдут 18 числа. Победители смогут выступить на чемпионате СКФО, по итогам которого определятся участники чемпионата России. Он пройдет осенью этого года в спортхолле «Колизей». чемпионат России бешбу. Мой патчик поддержки сего талана, мой гушу дома, я по условию шуй, на спортивный я комплекс шуй, тренировок шуй, бершен, мосу авод, ин условия шуй. Цель вою дама чемпионат России, хандик результат. На этом все. Спасибо, что были с нами. Об этих и других новостях вы также можете узнать на наших официальных страницах ВКонтакте и в Инстаграм.